Здравствуйте, в эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. В этом выпуске расскажу о жестких авариях, чем привлек внимание сотрудников уголовного розыска житель Тандинского района и какое наказание грозит отцу за то, что выставил ребенка босым на мороз. Обо всем по порядку. От случая, который произошел в селе Владимировка Тандинского района, мурашки бегут по коже. В приемный покой местной больницы с обморожением стопы был доставлен 7-летний мальчик. Увечья ребенок получил по вине отца, который хладнокровно и беспощадно выставил ребенка на мороз. В тот день в семейной паре во время застолья разразился скандал. Женщина ушла из дома. Ее супруг велел 7-летнему сыну найти мать и выставил ребенка из дома на мороз без верхней одежды и обуви. По данному факту в отношении 34-летнего отца ребенка дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 3 лет. Отвечая на вопросы дознавателя, мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что столь ужасный поступок он совершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он отпущен на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мальчик выписан из больницы, его здоровью ничего не грозит. Дорожное сальто. 24 января около 5 часов вечера на улице Магистральной перевернулась Toyota. За рулем иномарки, по информации ГИБДД, сидела 21-летняя женщина. Помимо нее в салоне было 2 несовершеннолетних детей. Как выяснилось, дама села за руль, будучи под шофе. Она не справилась с управлением машины. Никто серьезно не пострадал, лишь чудом. Сама же автоледи на месте аварии вела себя агрессивно, не стесняясь дорожных инспекторов. Первоначально на ДТП выехали, опросили девочку 10 лет. Она пояснила, что управляла автомашиной. Кроме того, женщина пояснила сотрудникам госавтоинспекции, что ждет ребенка. Также в данной автомашине находились 2 несовершеннолетних детей. К счастью, дети не пострадали. Как выяснилось, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина сообщила, что машина принадлежит ее отцу. Она взяла машину без разрешения собственника. Как выяснилось, по базам ГИБДД женщина не имела права управления транспортным средством. Со слов пояснила, что она беременна. Сотрудниками ГИБДД была привлечена по статье 12.8 части 3 Кодекса об административных правонарушениях. И в настоящее время ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства материалы по факту ДТП направлены в Кызылский межмуниципальный отдел полиции. Целая череда аварий была на этой неделе и довольно-таки серьезными последствиями. Так, сразу 4 машины столкнулись на улице Дружбы в Кызыле. Есть пострадавшие. Авария произошла 28 января. По предварительным данным, 18-летний кызылчанин, управляя автомобилем Honda Accord, выехал на встречную. В результате грубого нарушения правил дорожного движения произошло столкновение с Toyota Corona и в дальнейшем еще с 2 транспортными средствами. 4 человек доставили в больницу. Как выяснилось, виновник аварии пытался скрыться от патрульной машины и спровоцировал массовое ДТП. Кроме того, как выяснилось, водительского удостоверения у юного автолюбителя и вовсе никогда не было. Еще 3 автомобиля столкнулись уже в поселке Кахем. ДТП произошло 26 января. В госавтоинспекции рассказали подробности. Водитель УАЗа при выезде на дорогу с прилегающей территории должен был уступить тем транспортным средствам, движение которых он пересекает. Но мужчина этого не сделал, и произошло столкновение с ВАЗом и Тойотой. Помощь медиков понадобилась водителю УАЗа и 3 пассажирам ВАЗа. Безобидное на первый взгляд развлечение чуть не закончилось трагедией. 28 января на улице 2 Буренской 2 детей 3 и 5 лет, катаясь с импровизированной горки, едва не угодили под колеса проезжающей машины. Водитель пояснил, что он видел детей и успел вовремя затормозить. Только по счастливой случайности дети не попали под колеса. В момент происшествия рядом с ними находился их отец, который и организовал для детей такой небезопасный досуг. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Меры административного воздействия будут приняты в отношении законного представителя детей, который подверг жизни и здоровью своих чад реальной опасности. В минувшие выходные, как обычно, проходили рейды по нетрезвым водителям. Всего инспекторы задержали в Кызыле 18 автолюбителей под шофе. И надо сказать, в этот раз отличились девушки. За время рейда дорожные полицейские остановили 4 автоледи, которые сели за руль, будучи под градусом. Одни от прохождения медицинского освидетельствования отказались, у других пройти его с первого раза не получилось.
Недостаточно объемная листина. Теперь и тем, кто отказался, и тем, кто прошел освидетельствование, и оно подтвердило наличие алкоголя, вероятнее всего грозит крупный штраф и лишение прав на долгий срок. Сейчас узнаем, сколько всего ДТП с пострадавшими произошло за минувшую неделю в Туве. Далее официальная сводка ГИБДД. С 23 по 29 января в республике зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 участников дорожного движения пострадали. За неделю инспекторы ГИБДД задержали 71 водителя за управление в состоянии опьянения, из них 10 автолюбительниц. За прошлую неделю больше всего зарегистрировано наездов на пешеходов и столкновений транспортных средств. Крупный улов сотрудников уголовного розыска. В Тандинском районе возле села Успенка стражи порядка задержали мужчину с 2 мешками марихуаны. Внимание полицейских горе-агроном привлек, когда в степи собирал траву в мешки. В общей сложности у задержанного изъято 10 килограммов запрещенной растительности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотического вещества в крупном размере». Во время следственных действий мужчина пояснил, что марихуану собрал для собственного употребления. Изъятое вещество направлено в экспертно-криминалистический центр на судебно-химическую экспертизу. Если вина злоумышленника в суде будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. А теперь о происшествиях, случившихся за пределами региона и наделавших шума в социальных сетях. Интернет-обзор далее. Жуткая авария произошла на трассе в Магадамской области. Момент столкновения карета скорой помощи и иномарки записал видеорегистратор. На этих кадрах видно, как УАЗ заносят на дороге. Он врезается во встречный Ниссан и улетает в кювет. В салоне скорой помощи была беременная женщина. Она от удара вылетела из машины. Как сообщили авторы публикации, пострадавшую доставили в травматологическое отделение местной больницы. И теперь ее жизни и жизни ребенка ничего не угрожает. А в Екатеринбурге очевидцы засняли полыхающий автомобиль. В комментариях под видео сообщается, что автолюбитель уснул и, видимо, выжил газ. Из-за замыкания машина загорелась. Спящий мужчина надышался и самостоятельно проснуться не смог. Благо очевидцы успели выбить стекло и вытащить его из автомобиля. Известно, что автолюбителя в шоковом состоянии с места ЧП забрала скорая. А герой этого видео – водитель внедорожника Mitsubishi Pajero из Новосибирска. Во время движения он решил резко развернуться, а вот только закончить необдуманный маневр автолюбитель не успел. В результате Pajero остановился перед встречным Рено и спровоцировал тем самым аварию. Это все на сегодня. Не забывайте делиться информацией с нами. Самое интересное обязательно попадет в программу «Патруль». Телефон редакции, адрес электронной почты на ваших экранах. Увидимся в программе ровно через неделю. Не забудьте включить телевизор в назначенное время. До встречи.